Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе. Крым в транспортной блокаде. Политики спорят, кому должен принадлежать полуостров. Простые люди добираются туда на перекладных. Донецкий аэропорт. Был ли режим тишины? Свобода слова или нарушение дисциплины? Полицейские Нью-Йорка развернулись спиной к мэру города. Начинаем с новостей от наших коллег в Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Остров Крым. Все-таки прав был писатель Василий Аксенов, назвавший так свой роман. Аннексированный Россией полуостров превратился в недоступный участок суши. Отмена железнодорожного и автобусного сообщения между полуостровом и материковой Украиной вслед за веерными отключениями электроэнергии блокировали крымчан окончательно. Корреспонденты программы «Настоящее время» побывали на пункте пропуска Чонгар, разделяющем Крым и Херсонскую область. Перед контрольным пунктом Чонгар с крымской стороны, где до аннексии полуострова располагался пост ГАИ, выстроились около 300 автомобилей. Все они уже несколько часов ждут своей очереди, чтобы пересечь российскую границу. Добирались, конечно, тяжело на перекладных. Сначала поездом, потом такси, потом пешком. И вот я здесь. По рассказам очевидцев, пересечение российско-украинской границы на выезде из Крыма занимает около 15-20 часов. Такова плата за желание выехать за пределы полуострова или, напротив, приехать сюда. Официальный Киев опасается диверсии на территории Украины и поэтому отменил поезда и автобусы в Крым. Наша украинская власть боится терактов со стороны Крыма, России, не знаю. Вот так. Думаю, праздники пройдут и все запустят в старом режиме. Пассажиры рассказывают, что такси от Новоалексеевки до украинского контрольно-пропускного пункта обойдется в 250 гривен за машину, около $16, либо в 100 гривен с человека. Чтобы добраться на такси от Чонгара до Симферополя, придется заплатить около 2000 рублей, порядка $35. Обещанные крымской властью автобусы от Чонгара до Джанкоя нам так и не встретились. Если повезет, можно подсесть в чей-то автомобиль, тем самым сэкономив время пребывания в пути. К тому же это единственная возможность спастись от неимоверного холода во время прохождения нейтральной территории. Ужасное впечатление. Ноги отмерзли, руки не чувствуем. С пересадками на границах, с кучей документов, с задержками. Люди возмущены как украинскими, так и российскими властями, ведь на границе не создано элементарных условий. Однако большинство пассажиров надеется, что все эти трудности временные, и уже через несколько дней транспортное сообщение восстановят. Иначе, по их мнению, Украина рискует оборвать последние нити, связывающие ее с полуостровом. Это «Настоящее время», и далее у нас эфир из Вашингтона. Украина по-прежнему главная тема обсуждений в США. Наташа. В начале года Украина может объявить дефолт. Бывший советник президента России по экономике Андрей Ларионов считает, что именно этого и ждет Владимир Путин. Путин именно это и рассчитывает. И более того, он неоднократно даже открыто говорил о том, что он ждет времени, когда Украина окажется в состоянии дефолта, когда она прекратит обслуживание своих внешних обязательств. Это означает падение курса гривны. И оно может оказаться падением не на проценты, и даже не на десятки процентов. Особенно тогда, когда валютных резервов окажется совсем немного. Это означает резкий скачок цен. Это означает прекращение импорта, по крайней мере, значительной части импорта. Это означает невозможность осуществления украинским государством базовых функций, и социальных функций, и функций по управлению, и по многим другим вещам. И центрального правительства в Киеве, и местных властей. Это означает резкое снижение уровня жизни. Это означает усугубление социальной ситуации, социальные протесты. И это означает, практически гарантированно, политический кризис. Как показывает опыт дефолтов в других странах, это не гарантия, но весьма высока вероятность того, что нынешние власти вынуждены будут покинуть в части правительства или в части президента, или в части того или другого. Отсутствие легитимной власти в Украине на предстоящие после этого несколько месяцев, когда будут проведены следующие новые срочные выборы, будет означать, что Украина опять не будет иметь так называемой легитимной власти, чем, вне всякого сомнения, воспользуется северо-восточный сосед для решения своей программы
по установлению контроля над Украиной, или, если это будет невозможно, то по превращению ситуации в Украине в руину номер 2, в гражданскую войну всех против всех, в усилении диверсионной деятельности, которая и так уже развязана против Украины. В Бостоне сегодня начинается суд над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в совершении взрывов на финишной черте бостонского марафона в апреле 2013 года. Царнаев заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения. Судья Джордж Атолл отказал адвокатам Царнаева в просьбе отложить суд, либо перенести его в другое место. Защита утверждает, что в Бостоне, где произошел двойной теракт, суд не может быть беспристрастным. Прокуратура требует для него смертной казни. При этом, согласно опросу газеты «Бостон Глоб», 57% жителей Бостона предпочитают в случае признания Царнаева виновным, чтобы суд приговорил его к пожизненному заключению. 33% выступают за смертную казнь. Защищать Царнаева будет известный юрист Джуди Кларк. В свое время она представляла на суде Теодора Качинского, рассылавшего самодельные бомбы по почте, а также Джареда Лофнера, который застрелил в Аризоне 6 человек и ранил конгрессвумен Габриэл Гиффордс. Оба ее клиента вместо смертной казни были приговорены к пожизненному заключению. Администрация США объявила о введении новых санкций против Северной Кореи в связи с обвинениями во взломе компьютерной сети компании Sony Pictures. Среди организаций, попавших под санкции, разведывательное управление КНДР, компания Korea Mining Development Trading Corporation, которая занимается вооружением и военной техникой, и научно-исследовательское агентство Korea Tangun Trading Corporation. 10 человек, попавшие под санкции, напрямую связаны с одной из 3 организаций или с правительством КНДР. Представитель Белого дома назвал санкции первым шагом по наказанию Пхеньяна за многочисленные провокации, включая кибератаку. Мнения в Вашингтоне по поводу того, какое определение подходит для такого акта, все еще расходятся. Президент Обама назвал это кибервандализмом, а вот сенатор Роберт Менендес, глава комитета по внешним связям, заявил в воскресенье в интервью CNN, что это терроризм, поскольку кибератака имела реальные последствия для сотрудников пострадавшей компании. Сегодняшние газеты в США посвящены молчаливому протесту полицейских против властей Нью-Йорка. Вашингтон-Пост. Полицейские дают выход своим эмоциям, направленным против политических лидеров. Неудовлетворенность в связи с протестами нарастает. Нью-Йорк Таймс. Молчаливый протест во время похорон 2-го офицера полиции. 2-й раз за неделю – это больше, нежели просто повторение. В Нью-Йорке в воскресенье десятки тысяч полицейских со всей страны собрались на похороны своего коллеги Ваньяна Лю, американца китайского происхождения, погибшего при исполнении служебных обязанностей. И во 2-й раз за неделю многие из них демонстративно повернулись спиной к подиуму, когда туда поднялся мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. С нами на связи наш корреспондент Александр Григорьев. Саша, комиссар полиции призвал собравшихся во время церемонии не делать ничего такого, что могло бы отвлечь внимание от убитого офицера, но вот при этом он добавил, что тем, кто ослушается, не грозят дисциплинарные взыскания. Но пристало ли вообще людям в форме так демонстративно выражать протест против начальства? Это американская традиция. Дело в том, что полицейские имеют обычно муниципальное подчинение. Да? То есть вот мэр де Блазио шел на выборы с определенной программой. В частности, он обещал улучшить отношения между расовыми этническими меньшинствами Нью-Йорка и полицией. А полицейские воспринимают себя не просто как сотрудников некой силовой структуры, не просто как муниципальных служителей, служащих. Это братство, это люди, объединенные не просто производственными обязанностями, если можно так выразиться, но и неким пониманием того, как должны складываться отношения их и власти. Блазио они изначально воспринимали с подозрением, потому что Блазио выступал на позиции людей, которых полиция преследует, да, то есть законно, незаконно, но как бы вот это люди, которым полиция противостоит в значительной степени. И то, что произошло, вот эти трагические инциденты со смертельными исходами и некоторые заявления де Блазио привели к тому, что полицейские, во всяком случае, многие из них начали воспринимать это как предательство. Они воспринимают мэра как человека, который им стреляет в спину, таким образом, давая соответствующие комментарии. Это не первый раз в американской истории. Наиболее известные случаи такого рода происходили в конце 60-х годов, когда шло массовое движение за гражданские права афроамериканцев. В 1967 году, например, полиция Детройта просто объявила забастовку. Полицейские отказались выходить на улицы города, выполнять свои производственные обязанности, служебные обязанности, и чтобы показать мэру города о том, что
он не в состоянии справиться, обеспечить порядок, безопасность на дорогах, безопасность в жилых кварталах и так далее, без поддержки полицейских. Мэр тогда ушел в отставку, что показательно. Здесь протест приобретает более мягкую форму. Вот люди просто демонстрируют свое недовольство действиями де Блазио, несмотря на то, что в последнее время тот старается всеми силами каким-то образом наладить эти отношения. Да, и даже встретился с членами профсоюза полицейских. Спасибо, это был наш корреспондент Александр Григорьев. Режим тишины в Донецком аэропорту так и не наступил. Передаем слово коллегам в Праге. Мир, которого нет. Все, что осталось от еще недавно одного из самых современных аэропортов Европы, обгоревшие остовы терминалов, где укрепились боевики и украинские военные. С востока Украины буквально только что вернулась моя коллега Шахида Якуб, и вот ее дорожный дневник. В Донецком аэропорту имени Прокофьева с весны прошлого года вместо самолетов в небо поднимаются и с неба спускаются снаряды. В аэропорт, от которого осталось, как говорится, одно название, я пыталась попасть со стороны украинских силовиков, а именно при посредничестве Совета безопасности Украины. Дорога из Донецка, которая занимает минут 20, у меня заняла часа 4. Так как, минуя 4 блокпоста самопровозглашенной ДНР, я потом простояла на украинских пограничных и таможенных заставах больше 2 часов. Зато не бесполезно, так как воочию убедилась в том, в каком состоянии находится украинская армия на передовой. Грязь, отсутствие элементарных условий, продукты питания, которые привозят добровольцы – вот то, что меня ввело в состояние шока. Однако подобраться вблизь аэропорта мне все же удалось благодаря формированиям, которые находятся на подступах к тому самому месту, которое уже стало символом этой войны. В нынешний момент здесь батальон Днепр осуществляет законность на данной территории Украины. В этом душном, грязном подвале, где бойцы Днепра-1 проводят недели, развешаны картинки, отправленные детьми для поддержания боевого духа военных. А довозят их туда добровольцы. Если какое-то перемирие идет, мы его не видим. За вчерашний день, например, в 10, в 16, в 19 и в 20 часов был обстрел наших позиций. Хотя мы первично тут молчал. У нас был режим тишины. В подвале, где располагается батальон Днепр, достаточно сурово. Однако это формирование финансируется главой Днепропетровской администрации Игорем Коломойским, который, по словам бойцов, платит им по $2000 в месяц. Пробыв в подвале Днепра-1, меня отправили в подвал Нацгвардии Украины, который располагался через дорогу. Подвал был точно такой же, но снимать в нем бойцы не разрешили из соображений безопасности. Итак, с украинской стороны попасть в аэропорт мне таки не удалось, однако со стороны ополченцев проблем не было. Батальон «Восток» провез заветное место, где перед глазами стала картинка, напоминающая американский боевик. Тяжелый бой был, когда танки сюда выходили. Один танк стоял там, по рассказам ребят, другой танк. И начали прямой наводки. Вот дыры, вот стены положили. Мины не так страшно, как там. Бойцы «Востока» чувствовали себя очень уверенно, и даже создалось впечатление, что именно они и контролируют аэропорт. Нас было мало, да, и они создавали множественность. Короче, 3 человека создавали, болтали, кричали, оскорбляли укропов и создали видимость где-то пару рот. Во время моего пребывания в Донецке постоянно шли перестрелки. И можно было бы не обращать на это внимания, если бы не полностью разгромленные и практически опустошенные близлежащие деревни. Самые сильные перестрелки происходят ночью. И меня не покидало ощущение того, что я наблюдаю страшный фильм, где призраки стреляют друг друга из еле держащихся каскадов терминалов того, что раньше называлось аэропортом. Россиянин Алексей Панин снова попадает в телеэфир и снова не как актер. Теперь Панину грозит в Украине до 5 лет лишения свободы. О сроке заявляет начальник Главного следственного управления СБУ. Панина на этот раз подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны. Российский актер Алексей Панин обвинил Службу безопасности Украины в некомпетентности и сказал, что собирается посетить страну в ближайшее время. Напомним, что за призывы к расширению границ России до Одессы Панин был объявлен во всеукраинский розыск. Не расслабляйтесь, дальше мы пойдем в Одессу! С актером беседовала Шахида Якуб. Я могу объяснить, что двигало в тот момент, когда я сказал мною. Может быть, это не самая удачная шутка, что мы дальше мы идем в Одессу. Скажите, вот сейчас СБУ, Совет национальной безопасности Украины, объявил вас в розыск. И, в принципе, вы, скорее всего, вы в Украину больше въехать не сможете. Что я там забыл? Тем более СБУ такая серьезная организация, что они проспали и возбудили на меня уголовное дело только когда я уже уехал с Одессы. Они же такие серьезные профессионалы, что они же сутки не могли очухаться.
уже люди им писали, что актера Панина можно обменять на эту Анку-пулеметчицу Савченко, наводчицу. А люди уж думают, что ж выпускать-то раз уже здесь. А СБУ у нас уковырялся. В розыске оказалась и певица Юлия Чичерина, посетившая Луганск по приглашению пророссийски настроенного байк-клуба «Ночные волки». Певица дала на территории непризнанной республики бесплатный концерт, посетила зоопарк и детский дом. В ответ на обвинение СБУ Чичерина заявила, что была готова к решению объявить ее в розыск и пожелала украинским властям быть более самокритичными и менее эмоциональными. Панин и Чичерина пополнили список российских деятелей культуры, к высказываниям которых у Украины есть претензии. Ранее в этом списке оказались Михаил Пореченков, Иосиф Кобзон, Иван Охлобыстин и другие. Екатерина Кочкина. Настоящее время. Будет ли аннексия Донбасса? Президент Франции Франсуа Олланд поделился планами Владимира Путина и сделал заявление, способное сохранить Кремлю лицо. Что важно, заявление звучит перед саммитом в Астане, где 15 января должны встретиться представители Украины, России, Германии и Франции. Господин Путин не хочет аннексировать восток Украины. Он мне об этом говорил. С Путиным необходимо говорить, и я это делаю. Надо четко дать понять ему, что мы хотим и чего мы не хотим. А сам он должен знать, когда остановиться. А платит он уже достаточно дорого. Я считаю, что санкции нужно отменить, при условии, если будет прогресс. И тем временем с востока Украины недавно вернулась член Союза журналистов Финляндии, волонтер Оксана Челышева. В интервью нашей программе наш коллега поделилась своим мнением. Сказала, если бы не волонтеры, ситуация со снабжением мобилизованных на Донбассе военных украинской армии была бы куда тяжелее. В условиях необъявленной и непризнанной войны, в условиях, когда проходит уже не одна волна мобилизации, те люди, которых мобилизуют в зону военных действий там, на период до 3 месяцев, они вынуждены покупать, например, зимнее обмундирование самостоятельно. Оксана Челышева также рассказала о настроениях среди местных жителей Донбасса и, по ее мнению, настроения эти не в пользу официального Киева. Я постоянно слышу одни и те же объяснения, да, что Майдан ничего не решил, что система коррупционных связей какая была, такая и есть, что власть занята перед делом собственности вместо того, чтобы заниматься там, социальными программами, что вместо социальных программ они заняты войной. И чувствую, да, что не растет серьезное недоверие уже к этой власти, и при этом люди как бы не видят никакой альтернативы. Далее у нас вновь эфир из Вашингтона. Наташа, продолжайте. Да, Сергей, мы переносимся в штат Нью-Джерси, где казаки-иммигранты продолжают соблюдать старинные традиции и не собираются с ними расставаться. Репортаж Вадима Масальского и Барта Чайлдса. Дон, Терек, Кавказ. Все эти названия уже больше полувека как прижились здесь, в штате Нью-Джерси. После Второй мировой семьи казаков-иммигрантов основали на этих землях вольную станицу – Новая Кубань. Когда-то она была многолюдной. Сейчас о тех временах напоминают казачьи могилы. А еще есть большой музей, созданный стараниями не одного поколения казаков. Очень мало было денег, что кто-то подарил. Мы без никаких государственных денег, все своей силой и своей работой. Давние друзья музея – ученики украинской школы, что в Филадельфии. В этот раз приехали семиклассники. Для них это прикосновение к казачьей истории, которая начиналась много веков назад на земле их предков. Це шабля, я думаю, це венгерські роботи. Булава була привезена з Туреччини козаками запорізькими. Найбільше, чем дети интересуются, когда ты им дашь что-то подержать в их руках, что имеет несколько сот лет, тогда они начинают
какой-то интерес получать. Уроженка Львовщины Наталья приехала сюда вместе с сыном, школьником Миколой. Сейчас я учу историю украинского казачества вместе с моим сыном. Когда я ходила в школу, я жила тогда, был Советский Союз, нас не учили этой истории. Дети из украинской школы – желанные, но не единственные гости в Новой Кубани. По казачьему обычаю двери здесь открыты каждому, кто приходит с добром. Мы принимаем тех всех, что интересуются в казачестве. Здесь люди приезжают, и некоторые и индейцы. Здесь приехал уже человек из Вьетнама. Люди звонят до меня, и я открываю место для них, когда надо. Почему не держать историю, как она была? Вот тримай в руках. Хотя речь во время школьной экскурсии больше шла об истории, мы не могли не спросить старого кубанского казака, что он думает о нынешних трагических событиях на востоке Украины. Тяжело рассудить, потому что с того, что я вижу, это не война между русскими и украинцами, это война между влажей русской и украинской. У Анатолия Синченко и его сыновей есть планы построить рядом с музеем еще и часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы, праздника общеказачьего. И надеется старый казак, что будут приходить сюда его внуки и правнуки. Вадим Масальский, Бар Чайлдс, специально для настоящего времени из Нью-Джерси. Мы передаем слово в студию в Прагу. Сергей? Мы продолжаем рассказывать о том, как живут небольшие группы людей, разбросанных по всему миру, людей, кого единят этнические признаки или религиозные принципы. Духоборы – приверженцы православной церкви, но отвергающие ее внешнюю обрядность. Какое-то время они жили в Крыму. В середине 19 века началась их высылка в Грузию и Азербайджан. Столицей грузинских духоборов стало село Гореловка. И сегодня приверженцев учения в Грузии осталось немного. Большинство эмигрировали после распада СССР. Из Гореловки очерк моей коллеги Анастасии Славинской. Раннее воскресное утро. Одноэтажные домики, покрытые снегом, почти не видно. На белоснежной дороге появляются фигуры женщин в пестрых юбках. Их путь лежит к молельному дому, в котором каждое воскресенье духоборы собираются для общей молитвы. Духоборы, а сегодня здесь собралось 7 женщин и 1 мужчина, окончив молитву, выходят на крыльцо и затягивают псалмы, приветствуя начало нового дня. Каждое воскресенье, ни одно воскресенье, уже мы тут почти 2 века, но ни одно воскресенье оставили без моления. Машу в селе не очень жалуют. Не мудрено, ведь она не носит традиционного костюма, не посещает молитву. Маша после смерти мужа живет одна. Дети и внуки разъехались по разным городам России еще в 90-х. У меня не бывает такого, чтобы вот какая-то тоска пришла, как люди говорят, ой, как ты живешь одна, ой. Нет, у меня постоянно работа есть. Несмотря на то, что зимой из-за холодов она пользуется только одной отапливаемой комнатой, во всех остальных не пылинки. К ее опрятному домику уже не раз проявляли интерес и армяне, и аджарцы, экомигранты, поселившиеся в Гореловке относительно недавно. Впрочем, Маша была непреклонна и тогда, когда за ее жилище предлагали $200, и сейчас, когда цена возросла до нескольких тысяч. Наше вот 8-е поколение здесь. Где родину искать? Конечно, в Грузии. Дома у Маши нет телевизора, но, по ее словам, она старается быть в курсе всех важных новостей. Несмотря на практически полное отсутствие бытовой техники, Маша ловко управляется с СМС-сообщениями. Вот и сейчас соседка сообщает ей, что ждет ее на поминках. Духоборы, живущие по соседству, поминают умершую год назад женщину 94 лет. Завидев незваных гостей, собравшиеся сразу умолкают. Они прячут лица и перешептываются. Сквозь шепот можно разобрать нотки недовольства. Духоборы недоумевают, кому может быть интересно их застолье. Сразу видно, что их раздражают люди, приезжающие взглянуть на эдакую диковинку живых духоборов, живущих в горах Грузии. Претерпев длительные гонения, духоборы превратились в довольно закрытое сообщество. После массовой эмиграции в 90-х духоборов в Грузии почти не осталось. Если при советской власти в Гореловке насчитывалось около 400 дворов, принадлежащих духоборам, то теперь их всего 50. Впрочем, духоборам свойственно полностью полагаться на провидение, и они верят, что когда-нибудь их уехавшие односельчане вернутся.
Ведь возвращаются же аисты после путешествий по теплым краям. Их в Гореловке ждут огромные гнезда на электрических столбах. Это программа «Настоящее время». Вновь передаем слово в Вашингтон. Из Грузии переносимся в США. Мы о мире духовном, наши коллеги о мире материальном. В Лас-Вегасе открывается крупнейшая выставка бытовой электроники. Зачастую люди не знают, чего они хотят, пока ты им этого не покажешь. Цитата покойного Стива Джобса, бывшего главы компании Apple и гуру незаменимых гаджетов. В прошлом году в мире гаджетов появилось много интересного. От новых моделей мобильных фитнес-устройств до умных очков Google Glass. Далеко не все пригодилось. В том, чего нам ждать в 2015-м, разбирался Алексей Березин. Многие из нас давно забыли о наручных часах. Чтобы посмотреть, который час, мы лезем в карман за мобильным телефоном. Многофункциональный Apple Watch, пожалуй, ожидаемый с наибольшим нетерпением нательный гаджет 2015 года. Плюсы яблочных часов – они способны взаимодействовать с iPhone и iPad. В них встроен фитнес-трекер, который может измерять количество пройденных за день шагов. А их дизайн заставил нервничать многих известных производителей стандартных наручных часов. Минусы – ежесуточная зарядка, цена $349 и выше, а если ваш смартфон разряжен, это, увы, просто часы. В марте прошлого года, приобретая компанию Oculus за $2 миллиарда, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что шлем виртуальной реальности будет использоваться далеко за пределами мира компьютерных игр. Его будут использовать пациенты для виртуальных консультаций с врачами, преподаватели и ученики. Люди, которым наскучил спортзал, смогут освежить свои ощущения, катаясь на велотренажере по горным дорогам, проецируемым с помощью небольшого устройства на голове. Летом 2015 года Oculus Rift поступит в розничную продажу. Тех, кому надоело платить баснословные суммы за починку треснувшего экрана смартфона или покупать новый аппарат ради усовершенствованной камеры, наверняка обрадует проект ARA компании Motorola и Google. Возможность собрать смартфон из отдельных модулей и заменить по мере необходимости или по желанию отдельные детали. Минус – замена отдельных деталей куда более прозаичнее ожидания новой модели смартфона. Любители новомодных гаджетов уже успели освоить устройства и аппликации, которые идентифицируют вас по отпечатку пальца. Новинка этого года – браслет NYMI – универсальный ключ, который может открыть мобильный телефон, компьютер или даже дом, машину или гостиничный номер с помощью кардиомонитора, который идентифицирует пользователя на основе показаний работы его сердца. Русскоязычных людей квартирниками не удивишь, а вот в Америке они для многих в новинку. Подробности о таких встречах у Камелька в репортаже из музыкальной столицы США, Нэшвилля, штат Теннесси. Певица и композитор Анналис Эмерик готовится к концерту. Как и почти каждый вечер, когда она выступает в кафе, барах, концертных залах и других небольших площадках страны. Но сегодня послушать ее собрались в доме Кристины Шульц. Музыканты приходят ко мне домой, и мне никуда не надо идти. Все, что я должна сделать, это организовать атмосферу, что я и делаю, с удовольствием. Шульц организует такие домашние концерты последние 4 года. По ее словам, гостей обычно собирается человек 30. Обычно это друзья, соседи, члены семьи и даже незнакомые люди, узнавшие о таком вечере на сайте в интернете. У нас уже выступали рок-группы, блюзовые команды, поп, фолк. Я рада принимать всех и вся. Подобные выступления стали важной статьей дохода Анналис Эмерик. Я могу ночь отыграть в баре за $100, а могу и в таком гостеприимном доме, где каждый из 50 человек заплатит по 20. Они еще и диски купят потом. Это здорово. Музыкант отмечает, что в концертной аудитории рождаются более преданные фанаты. Они следят за ее творчеством, покупают новые диски и приходят на концерты каждый раз, когда она в городе. Это совершенно уникальный опыт, отличный от выступлений в кафе или барах, или других подобных местах, где ты всего лишь в роли фона, и люди пришли совсем не за музыкой. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Заходите на страницы наших социальных сетей, читайте и смотрите нас на сайте currenttime.tv. Сергей, до завтра!
До завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Кстати, с сегодняшнего дня программу «Настоящее время» можно смотреть в Латвии на канале ТВ5. Мы приветствуем наших новых и, надеюсь, постоянных зрителей. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.